Расположенное на берегу одноименной реки, сельское поселение Нижние Очелуки является одним из тех сел, история которого уходит далеко в древность и до сих пор остается до конца неизученной. В Нижних Очелуках расположено очень интересное городище, средневековое аланское городище Теймыр-ха-Борс. Само наименование восходит к поселенцу, одному из поселенцев этих мест, Темирха. Фамилия и типа принадлежности сегодня не определена, но тем не менее отсюда идет наименование Теймыр-ха-Борс. Это в селе Нижние Очелуки. Это очень крупное средневековое аланское городище. На его поверхности мы находили археологические артефакты, в общем, различные предметы, зольные прослойки. Это говорит о том, что здесь, в Нижних Очелуках, в 10-х, где-то 8-х, 10-х, 13 веках возникло очень крупное городище, которое как раз контролировало этот Очелукский проход, Очелукскую магистраль. Весь путь через Очелукскую долину – это одна из тех исторических дорог, по которой, начиная с XII столетия, передвигались бесчисленные полчища азиатских кочевников, монголов, татар и многих других народов. Первыми поселенцами Нижних Очелуков стали братья Костоевы, которых выслали с горной Ингушетии на безлюдную равнину, заросшую камышом. До царя донесли, что Кирий Костоев изучает арабскую письменность и переписывает Коран. Благодаря тому, что родственники Костоева по матери Мальсаговы служили при царском дворе, он смог добиться того, что ссылку в Сибирь сменили на местную. Царская почта в течение года раза два проезжала по этим. Среди всех этих очелуков с гор по центру этих очелуков проходит шелковый путь бывший. Так он и назывался, шелковый путь. И царская почта по этому пути проезжала в год когда раз, когда два, со своими охотничьими собаками. Охотничьи собаки почуяли запах ихних собак, которые здесь находились, ихние собаки, и стали вбегать в эти заросли. Те испугались, стали стрелять вверх, царская почта, проезжающая. А когда они услыхали выстрел и выскочили обои, те удивились, сказали: это что такое, что за дикость? Тут разве живут люди? И у них был пальцем приставленный, печать тогда пальцем ставили, мандат, что они ссыльные. Тогда эти царские представители, которые проезжали, сказали: вот на той-то вершине живет Мазай, помещик наш. Можете в любое время обращаться к нему по своим нуждам. Дали им документ от руки написанный и сказали: вот этот документ будет удостоверять вас, что мы дали его. Если когда-то вся эта территория имела важное значение в развитии экономики близлежащих государств, то сегодня сельское поселение Нижние Очелуки находится только на стадии становления. До сих пор на обустройстве сельчан сказывалось отсутствие как промышленной отрасли, так и ряда социально важных объектов. В селе, площадь которого около 60 квадратных километров, а численность населения достигает 5000, функционирует только 2 детских учебных заведения. У нас школа очень загружена, 3 сменки занимается. Но в связи с этим глава республики нам выделил школу на 704 места. Планируется закончить в 2014 году, разгрузить, чтобы сделать одну сменку. В связи с этим у нас около школы запланирован детский садик на 220 мест, чтобы компактно было, чтобы детей можно было одним машинам завозить, привозить. Поэтому школа, детский садик и аквапарк у нас рядом. Кроме этого, у нас планируется еще комфортное жилье, этажный дом. Тоже мы земельный участок выделили. Село расширяется у нас в эту сторону. Выделено земельных участков где-то около 400 чем-то участков. И строится у нас сейчас, начато октябрь 2010 год, коррекционная школа. Должны были закончить в конце года, 13-го, но что-то с опозданием. Но весной
2014 году должны закончить коррекционную школу. Судя по тому, какие строительные работы разворачиваются на окраине сельского поселения, картина кардинально меняется. Председатель правления ЖСК «Монолит» Исаак Коригов рассказал о строящемся жилищном секторе «Таунхаус». Это комплекс двухэтажных домов, имеющих между собой соседние стенки. Такой тип дома подходит людям среднего класса в связи с его невысокой ценой. Все связано с небольшой занимаемой площадью таунхауса и меньшего потребления коммуникаций. По словам инвестора, также планируется строительство мини-пекарни, кондитерского цеха, что обеспечит дополнительные рабочие места жителям села. Воспитание подрастающего поколения неразрывно связано с условиями, созданными для детей. Несмотря на некоторый дискомфорт из-за перегруженности учебных заведений, педагогами ведется кропотливая работа в этом направлении. Мы особый упор делаем на духовно-нравственное, естественно, воспитание, патриотическое, как и в советское время пытаемся, чтобы наши дети выросли патриотами, экологическое воспитание, физическое и многие другие направления, да? Патриотическое воспитание, ну что можно, война 41-45 года, ужасная война, и дети знают, что они счастливые люди, потому что их прадеды, прадеды завоевали эту победу, и сегодня у них есть возможность жить в мирное время, заниматься любимым делом, любоваться красотами. Дети хорошие, воспитаны, они понимают это. И в нашем селе есть люди, которые участвовали в войне. И можно перечислить много книг. У нас есть в библиотеке книги, из которых мы берем материал, проводим линейки, классные часы, различные конкурсы, там, стихов, сочинений. Вот сейчас мы написали сочинение «Мы правнуки Победы». И ребята с удовольствием приняли участие в этом конкурсе. Семья и школа, они едины. И родитель, он неотрывно должен работать вместе с нами. Если его не будет, родителя, да, рядом, мне кажется, никакого воспитания не будет. В нашем селе ветеранами Великой Отечественной войны является 18 человек. И эти люди действительно внесли весомый вклад, наверное, как и все наши ветераны, в победу над Великой Отечественной войне. К сожалению, на сегодняшний день живых среди этих людей, среди этих ветеранов не осталось. Мне бы хотелось рассказать особенно о Костоеве Микаиле Магомедовиче, который действительно служил во время Малгобекской оборонительной операции, служил и защищал город Малгобек. Потом Султыгов Исмаил Саадович тоже был участником войны, и об его истории известно тоже очень много положительного, очень много его подвигов, одним из которых является, вот, например, как он собственными руками именно раненого одного русского солдата спас и на своих плечах довез именно до того пункта военного госпиталя, в котором мы сейчас находимся с вами. В 1943 году именно эта наша школа, 14-я школа, была военным госпиталем, и здесь лечили раненых во время этой Малгобекской оборонительной операции. У нас в школе действует кружок специальный, посвященный именно выявлению этих забытых имен, потому что нельзя эти имена забывать. Жители Нижних Ачулыков с нетерпением ждут строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Несмотря на то, что спортивная секция функционирует лишь в школьном приспособленном помещении, спортсмены добиваются хороших результатов на выездных соревнованиях. 25 по 30 сентября проходили соревнования в городе Анапе. Вот, там было 23 стран, участвовали. Там Индия, Украина, Казахстан. Мои воспитанники выступили очень хорошо. Дорбеков сделал 3 боя, вот, а Султыгов сделал 2 боя. Султыгов в финале проиграл. Дорбеков стал первым, Султыгов вторым. Жизнь и быт сельских поселений обычно основывается на хозяйственных работах. Так и здесь. Представители старшего поколения призывают к здоровому образу жизни, пополняя рацион экологически чистыми продуктами. Магазины, конечно, рядом, говорят сельчане, но ничто не заменит домашнюю заготовку.
جليلات كوتم كوسكال مثل همليلات بيش ليلات ديستنجت بيش رجمي حشكا هاي بمعنى صوبه شعره بابا شيء إيش هيك جوش سنت أزياش ده صعيش أرى وكيت الحجيج له يشقى هاي مثلهم شقة هم هذي بارتو يوسعين بوي حلا مشتر سيدات سلام بياسر سياسر شتى هيتلر هذه مثل حان هم حادش ديديش هم بيجند ولدي زغلق حديش مثل هم حديش جهات هذا غربة ديك سسر دايل وورسك دايل خوي كواليلي حان يلتوش حان ليلي اشتهور ديان حاسب يا دغلي سندك دواسة مثل هم حان هم حديش حان شمس جهات مثل بيركتي شيء هذا حان دي كده دال قرقد وش كده زي داجد حاجة جهتش قورج دو هندتي أبوها مجدتي تتراقى تبينين ده حان لها ماشي مجدتي تسبر هذا قش سدوا هند شو يفكر شو يقول شاشي يفكر مستوى همدتي شو هم فكرة سيا خير يلا شاشين هذول هم دك دوس يسبر هذا الأخش إذا خلوا يدين أنا مفكر حيجش حد شما حيجش حان همني دبين حيجش دلقة هي تنبول ساري بيج نيل دي أنا نيل دي رأيتها نيل دي شخص تهينو دكتور حانو دكتور لا ويناه همش تحت سقودش شي هذا حان هم سقهم خوش دات. Хорошим примером для подражания является глава администрации, вот уже 16 лет находящийся на посту и завоевавший доверие сельчан. Несмотря на занятость, Юсуп Костоев в своем подворье разводит домашних животных, птицу, содержит пасеку. Основную часть хлопот по хозяйству семья Юсупа взяла на себя. Любовь к своей родине у каждого проявляется по-своему. Один из ведущих мастеров искусств, народный артист Республики Ингушетия Алаудин Исмурзиев, основную часть своей жизни проживший в Нижних Ачалуках, автор многих патриотических песен, в числе которых и песня, посвященная родному уголку, признается, где бы он ни находился, его тянет к истокам. По семейным обстоятельствам мы были вынуждены переехать в Нижние Ачалуки, и наша мама говорила о том, что люди, которые принадлежат одному роду, они должны жить там, где их родственники находятся. Вот в рамках этого мама решила переехать в Нижние Ачалуки. Здесь живет наш род Халухаевы. И она купила здесь участок и начала жить здесь. Все мое детство, вся моя школьная жизнь, это проходило, естественно, здесь. И я запомнил все самое лучшее, что происходило в нашем селе. مخكا اقر خوزخيز استناغ الشحر يز سدي بيخيو